Мне было 5,5 лет. Здесь стоял вот такой забор, был деревянный. А еще волейбольная площадка и идеальный газон. Так здесь было в 60-х и 70-х прошлого века. Это Казанский двор по улице Восстания, 71. Вместо детей с мячом и взрослых с домино, голые деревья, машины, обшарпанные скамейки и бутылки. Закрытая беседка квадратная была. Собирались? Собирались. Помню, приемники там что-то слушали. Воспоминания о скрипах качелей, похоже, будут у детей со двора Исаева, 18. На детской площадке здесь пока советские арт-объекты. Эта детская горка уже давно не популярна у местных жителей. Дело в том, что отпустить сюда ребенка просто опасно для его здоровья. В любой момент, вместо того, чтобы скатиться, отсюда можно сразу упасть. Надежда Шихалеева живет в этом доме уже 45 лет. Ничего почти не менял. Так, чуть-чуть. Я говорю, вот немножко качели тут поправили, чуть-чуть подкрасили. Ну и все. Вот на этом все. И придомовых территорий, где требуется комплексный ремонт, в республике почти 7 тысяч. Таковы итоги инвентаризации. В остальных 30% дворов постелен хотя бы хороший асфальт. Практически в единицах ремонт уже полностью сделан. Так, например, во дворе на Гагарина 105. Благоустроили его прошлым летом. Стоимость 12 миллионов рублей. Внучка уже несколько раз, бабушка приходили сюда. Я говорю, давай пошли. Ей нравится? Нравится. Ну, пошли сюда. И вам нравится, наверное? То и мне тоже понравилось. Уже с 2020-го ремонт таких территорий начнется по новой республиканской программе «Наш двор». Бюджет на 3 года 50 миллиардов. Для дворов уже определен набор обязательных работ. Остальное обсудят с жителями индивидуально. Ремонт дорожного покрытия – это ремонт либо создание вновь тротуарной части вдоль домов, установка либо замена освещения, установка детской зоны, частичное озеленение. Строители начнут работу уже весной следующего года. Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.